Это «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. Сегодня Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В этот день в стране традиционно проходит акция, в рамках которой любой желающий имеет возможность получить бесплатную консультацию ведущих специалистов-онкологов по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Пройти экспресс-обследование в Центре здоровья, сделать УЗИ, сдать экспресс-анализы, прослушать мастер-классы. Отрадно, что в последнее время борьбу с онкологическими заболеваниями ведут не только врачи, но и активно подключаются волонтеры. Сегодня гость нашей студии Капиталина Алексеева, общественный деятель, инициатор проекта «Антирак. Помощь выжившим». Капиталина Капитоновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и хотелось бы начать нашу передачу лично с вашего опыта борьбы с онкологическими заболеваниями. Это вы имеете в виду, когда я начала бороться? Да, ваша история. Ну, со дня, когда мне доктор сказала, что у меня рак желудка. Это было ровно 9 лет тому назад. Таким образом, у меня идет вторая пятилетка выживания. Вот с этого дня я человек уже другой. Потому что когда человек сталкивается с такой бедой, как онкологическое заболевание, этот человек в эту же минуту меняется. Меняются все ценности, ориентиры, цели жизни, и этот человек уже находится в другом мире. Вот это вот я хотела бы сказать. Вот вы уже 10 лет занимаетесь этой проблематикой. Как вы можете оценить усилия врачей, властей и самих больных в борьбе с онкологическими болезнями в последние годы? Какие, по вашему мнению, есть достижения и в чем мы пока, к сожалению, Так, проигрываем? дело в том, да, что вот если я заболела почти 10 лет тому назад, тогда картина была совершенно другая. И, конечно, наше старое здание, которое не приспособлено было никак не для больницы, и где не было лифта, где не было никаких условий для операций, и где была такая скученность, и сейчас все-таки перевели в новое здание, и открыто новый корпус радиологии, это земля и небо, если сравнивать. И потом наши доктора, которые каждый день борются вот с этим коварным злом, они проходят хорошие стажировки, они проходят переподготовку, и у нас на самом деле действительно очень хорошие хирурги, очень хорошие врачи. И я хочу сказать, что вот если сравнивать картину 9-летней, 10-летней давности и сегодняшнего дня, это совершенно другая картина, совершенно другая, намного лучше. А мы просто привыкли как-то все хаять, как-то все, вот мы недовольны, да, а государство-то делает очень много, особенно последние годы по борьбе с онкологией делается очень много, наука не стоит на месте, потом, значит, специалисты все-таки, вот они проходят обучение, они стараются улучшить свою работу, и организации здравоохранения, и, конечно, это все вот к лучшему меняется. Но это что касаемо медицинских вопросов, а вот изменилось ли отношение в обществе самих больных? Дело в том, что очень много пишут о том, что вот кому-то не помогли, едут за границу лечиться, там то сюда. И мне кажется, вот я очень много думаю, почему так. Дело в том, что у нас, оказывается, в нашей стране за рубежом на профилактику онкологических заболеваний выделяется 20% финансирования, на лечение 30% финансирования, на лечение выделяется 50% и на реабилитацию 30%. А у нас в стране 6% выделяется на профилактику и 94% на лечение, а на реабилитацию 0%. Очень многие, вот врачи спасают, операцию, диагностику делают, операцию делают, химию, радиологию, все делают, и нас выпускают, и практически нас выбрасывают на улицу, потому что у нас не поставлена работа по реабилитации. Дело в том, что вот с этим я сама столкнулась. Значит, мне все сделали, операцию сделали, химию сделали, и потом я же не знала. Я думала, сейчас все меня ждут, врачи во всех поликлиниках, и сейчас мне начнут помогать. Ничего подобного. Мне так и сказали, вам все сделали, что вы еще хотите. Оказывается, вообще у нас государственное здравоохранение не предусматривает реабилитацию онкологических больных. А онкологическое заболевание и лечение – это очень агрессивные методы. Особенно вот, операция, конечно, она делает практически всех нас инвалидами, да, практически. Например, вот я, живу без желудка уже 9 лет. Что я, полноценный человек, что ли? Конечно, нет. И точно так же, без молочной железы, там еще без кишечника, там чего только нету, каких только диагнозов нету, да.
И вот эти люди, они после того, как получат химиотерапию, радиологию, которая им все разрушила, которая всю систему, весь организм человека разрушил, они остаются один на один со своей бедой. А у этих вот методов лечения, у химии, радиологии очень много побочных эффектов и очень много влияния на весь организм. Да? И вот это создает такие трудности человеку, что вот это трудности, вот это тяжелое выживание отправляет на смарку вот все лечение, которое сделали врачи. И они забывают, что вот их спасли, а дальше-то цепь прерывается, а дальше же человека надо выводить из этого состояния. У нас этой работы вообще не ведется. И я это поняла, это на своем опыте, когда я приходила в поликлинике и говорила, что как мне питаться, как мне жить, мне говорили, откровенно не знали. Они, оказывается, и не должны знать. Они знают только свои вот ОРВИ, там свои болезни, терапевты, да, а должны быть онкологические специалисты, которые онкопсихологи, онкодиетологи, онконутриционисты, там, в общем, все онко, да, а у нас этих специалистов нету. Вот это беда, вот это беда. А что нужно сделать для того, чтобы они появились, и чтобы ситуация в стране кардинально изменилась? Ну, это должны приниматься такие законы, это должно измениться наше здравоохранение, повернуться лицом к человеку. А у нас же этого нету. И вот мы, допустим, вот мы немножко начали работать по поддержке выживших. Я почему начала вот этот проект «Поддержка выживших»? Просто я столкнулась с тем, с чем я столкнулась, и я поняла, что мы все, которым сделали операции, потому что онкологическая болезнь без операции не обходится. И вот после операции, после химии, после радиологии мы все предоставлены сами себе. Нам никто не помогает. И семья мучается, больной мучается, а ведь многие умирают, потому что они не могут выдержать вот это все. И потом это все влияет на сердечно-сосудистую систему. У нас же страдают сосуды, у нас страдает сердце, у нас все страдает, весь организм страдает. И тут нужны как раз в поликлиниках специалисты, которые будут помогать им ждать нас, которые из онкодиспансера придем в поликлиники, чтобы они нас поддержали. А у нас все, цепь обрывается, лечение до конца не доводится. Нет этой цепи реабилитации. Вот это беда. Я так понимаю, что в связи с этим и появился ваш проект «Антирак. Помощь выжившим». Да. Можете немножко рассказать о том, чем занимаетесь вы в рамках этого проекта? Значит, я поняла то, что вот нам надо объединяться, потому что моя семья практически англоговорящая, очень много литературы читаем, и когда, конечно, эта беда нас коснулась, мы все окунулись, значит, в информацию, стали черпать информацию из иностранных источников, и мы поняли, что есть общественные организации, которые поддерживают выживших от рака. И вот этот термин «выживший», survivors, это именно из англоязычного источника. Выжившие от рака – это вот те, которые после онкодиспансера вышли, как говорится, на свободу, и с которыми никто не занимается. И вот это вот я решила, что вот надо таких людей собрать, и нам надо еще обмениваться своим опытом и друг другу помогать, потому что мы поняли, что нам никто не поможет. Никто не поможет. А если, допустим, у одного этот опыт, другого этот опыт, и озвучивать, и говорить проблемы, это очень важно. Еще знаете что? У нас же у якутов вот принято об этой болезни громко не говорить, чтобы, не дай бог, там, значит, ну это наш менталитет. А за рубежом об этом совершенно спокойно говорят, как о гриппе или как о поносе. Это очень легко. И они обмениваются, и они ходят, и они друг другу рассказывают. А у нас же это все дома сидят. Дома все, значит, в стрессе, человек в стрессе, потому что если ты заболел раком, у тебя этот страх сидит всю жизнь, потому что болезнь может вернуться. Если сейчас ремиссия, это не значит, что ты никогда не заболеешь. Поэтому у нас этот страх всегда присутствует. А для того, чтобы вот этого не было, мы должны как-то разгрузиться психологически, обмениваться, встречаться,
психологи нужны, психиатры нужны, потом нам нужны консультации специалистов. Например, вот в нашей организации мы делаем как? Значит, в месяц встречаемся почти 2 раза, и у нас бывают беседы психологов, у нас бывает арт-терапия, это очень помогает, оказывается, рисование, там еще что-то, да, и потом встречи с врачами. Встречи с теми же онкологами из онкодиспансера, которые приходят и нас учат, что кушать, что не кушать, что нам вредно, что не вредно. И они уже не как в палате врачи, а как друзья приходят и садятся рядом и с нами разговаривают. И наши выжившие могут задать любые свои сложные вопросы. Вот это очень важно, очень важно. Капитан Капитоновна, какие советы вы можете дать тем, кому, к сожалению, поставили вот такой диагноз, кто столкнулся с этой проблемой? И родственникам В тоже. первую очередь, да, учитывая менталитет наших людей, вот в нашей стране, вот как-то вот действительно в нашей стране это умалчивается, потому что все привыкли, что рак приговор, что если заболел раком, то это, считай, уже можно, как говорится, чуть ли не панихиду заказывать, да. Поэтому я бы хотела сказать, что самое главное психологическая не то что подготовка, а вот сила. Дело в том, что вот я ни одну секунду не думала, что я умру. Ну, может быть, потому что вот я не понимала всей тяжести ситуации, но с первой секунды мы начали бороться. Мы начали искать источники, что мы будем делать, где будем лечиться, что будем делать, вот это все, да. И я бы советовала, чтобы люди не сидели замкнувшись в себе, чтобы они выходили со своей проблемой, чтобы они не стеснялись. И, допустим, многие же скрывают даже от своих знакомых, что у кого-то был рак. Не надо стесняться, не надо говорить. Это такая же болезнь, как я говорю, как другие болезни. Только она немножко тяжелее, только она, конечно, коварная. Ну а что делать? Но бывает хуже ситуации. Например, вот мой друг, который американец, когда он узнал, что у меня рак желудка, он сказал по скайпу, он говорит: Капа, как я счастлив, что у тебя рак желудка. Это значит, ты будешь жить. Это же как здорово, как тебе повезло. Поэтому еще неизвестно, кому повезло. Куда стоит обратиться людям, чтобы попасть к вам в проект? Наш партнер Сахалайф. Там вся информация наша и все наши объявления. Наш проект полностью волонтерский. У нас нет никакого финансирования. Это просто наша такая добрая воля, поэтому в Сахалайф. Спасибо вам за беседу и спасибо вам за то, что вы делаете. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго.